Криминальный капкан. Наркотики раскладывают по городу в маленьких пакетиках, а те, кому надо купить, знают, куда звонить и где искать. Целая преступная сеть. Расчет простой. Такими быстрыми и недорогими мальчиками и даже девочками на побегушках становятся школьники, многие из которых не подозревают, что бегают под статьей. За такое грозит реальный большой срок в колонии. Работать курьером всего пару часов в неделю и зарабатывать при этом 100 тысяч рублей. Легкие деньги, быстро, без риска. Таких объявлений в интернете много. Подозрительные вакансии чаще всего рассылают анонимно через телеграм-каналы и боты. Ислам, привет. Откуда ты? Сколько лет тебе? Смотри, друг, вакансия несложная, вакансия «Пеший курьер» называется. 3-4 часа рабочих в день, ничего сложного, утруждаться особо не надо. В неделю можно зарабатывать 70-100 тысяч рублей в неделю. Смотри. Выплаты 2 раза в неделю, в четверг и воскресенье. Тебе на карту или на биткоин-кошелек. Занимаемся мы не совсем легальной продукцией, но по поводу своей безопасности можешь не переживать. У нас все схвачено, мы платим процент мусорам, они не трогают наших людей. Если интересно такое, то я тебе расскажу еще поподробнее, задавай вопросы. Такая наркомафия сегодня развела в стране целую сеть распространения наркотиков. Своими призывами они вербуют так называемых кладменов, тех, кто разносит для клиентов закладки с запрещенными веществами. Смотри, доставлять нужно будет курительные смеси, разные порошки, фен, соль, кристаллы, метамфетамин и так далее. Ассортимент широкий, но проблем с мусорами не будет, напомнюсь. Одним словом, наркотики. Так что положение, сообщение идет. Молодой, кексна, хатустыш. Так что ще берешь лорди, ваш телефон, что уже разные ссылки решения, хатустыш. Несмотря на щедрые предложения и гарантии на анонимность, правоохранительные органы каждый день ловят закладчиков с поличным. Так, в Магасе поздно вечером задержали кладмена. Теперь уже злоумышленнику ни мама, ни папа не помогут, говорят правоохранительные органы. Отвечать он будет по всей строгости закона. Накануне на окраине Сунжи участковые уполномоченные полиции МО МВД России Сунжинский также перекрыли еще один канал. Задержаны 3 граждан из регионов Центральной России. Среди них одна женщина. У них изъяли более 23 граммов мефедрона. После того, как были обнаружены данные граждане, у которых были явные признаки наркотического опьянения, данные граждане были припровождены в территориальный отдел МО МВД России Сунжинский. В ходе личного осмотра у данных граждан были обнаружены наркотические средства мефедрон. 23 грамма мефедрона, как минимум 300 закладок и испорченных жизней. Наркоклады прячут в лифтах, мусорных баках или прямо на детской площадке. Общение только в интернете. Отправляют клиентам координаты. Вроде увлекательно и прибыльно, только живут на свободе закладчики обычно не дольше 2 месяцев. Одному из задержанных лиц грозит уголовное наказание от 3 до 10 лет. Это 228 часть 2 УК РФ. А 2 фигурантам уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет. Это 228 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. На места задержанных тут же ищут новые расходные единицы. Наркоторговцы, не высовывая носа из-под поля, рисуют безоблачную жизнь. Обещают даже некую защиту, но на самом деле ни один курьер ее не получал. В данном направлении личным составом МО МВД России Сунжинский и в целом личным составом Министерства внутренним делом проводится в данном направлении огромная работа по выявлению лиц, по недопущению распространения наркотических средств. Эта работа в данный момент проводится и дальше будет такими же темпами продолжаться. Хочу обратиться непосредственно к населению. Данные это очень тяжелые сегодня проходят тяжелые моменты у нас именно в плане потребления наркотических препаратов. Это несет в себе большую опасность, и считаю, что нужно всему обществу очень пристальное внимание обратить по данному вопросу. Со своей стороны личный состав межмуниципального отдела Сунжинский готов также оказывать всю необходимую помощь и содействие.
Наркотики еще никогда до добра не доводили, признаются жители, которые теперь вместе с полицейскими выискивают кладманов. Сотрудники МВД призывают несколько раз подумать, прежде чем заняться нелегальным бизнесом. Правоохранительные органы обеспокоены тем, что в последнее время среди них остаются замеченными и несовершеннолетние, а потому просят родителей быть настороже. Хотелось бы довести, чтобы непосредственно дома, в быту с своими домочадцами они постоянно вели контроль и постоянно доводили до них тоже, насколько это опасно вот это вот все закладывать, проводить потомные незаконные действия, потому что данные действия до добра не доводятся. Рано или поздно тот же закладчик, так называемый исполнитель, он сам становится наркоманом. О вреде наркотиков, которые, как известно, ломают жизни всем, кто к ним прикасается, знают все. Правда, устоять перед соблазном удается не каждому. Даже сами наркокурьеры умудряются подсесть на эту дурь. Зелимхан Калуев, Ахмед Горбаков, Новости 24.